Салем, достар! Сегодня пройдем второй урок казахского языка. Наша цель – выучить 100 глаголов. Сегодняшний глагол – слово «бар» – есть, «жок» – нету. Так, примеры. Минен телефоном бар. Минен – мое, мой, телефон, мой телефон, моего телефон, вот, есть. У меня есть телефон. В казахском языке говорим мой телефон есть у меня. Дальше. Синен дәптерін жоқ. Синен твоего. Вот. Дәптерін тетради. Нету. Жоқ. Твоего тетради нету. Так, теперь ознакомимся с таким окончанием, как название тәуелдік жалғау. Притяжательное окончание. Тәуелдік жалғау. Первое слово, например, вот, местоимение минен. Мой, моя, мое. И когда слово мой, мое, моя, мое, мы к предмету добавляем тәуелдік жалғау. Например, говорим. Например, мы хотим сказать это мой отец, да? Говорим бұл минен, мой, әке, слово отец, и добавляем тәуелдік жалғау, обозначая, что это наш отец. Вот. Минен әкем. Также можно не говорить местоимение, а сразу сказать әкем. Минен әкем. Например, вас спрашивают бұл кім? И вы отвечаете әкем. И вот через окончание уже понятно, что вы говорите о своем отце. Дальше. Минен досым. Минен мой друг. Досым. Дос это у нас друг. И добавляется тәуелдік жалғау Досым. Дальше. Минен үйім. Мой дом. Үй это дом. И добавляем тәуелдік жалғау, обозначая, что это наш дом. Значит, тәуелдік жалғау – это окончание, которое обозначает, что предмет, либо человек связан с нами, либо предмет принадлежит нам. Дальше ознакомимся глаголом табу жоғалту. Табу – находить, найти, жоғалту – потерять. Например, теперь ознакомимся с словом біздің, местоимение біздің, наш. Так, когда слово наш, наша, добавляем тәуелдік жалғау к слову, которое принадлежащее на, добавляем окончание ымыз, эміз, мыз, міз. Например, біздің оқушымыз табады. Наш ученик найдет, табады. Например, спрашивает, да? Кім табады? Кто найдет? И мы отвечаем, біздің оқушымыз табады. Наш ученик найдет. Дальше. Біздің ойыншығымыз жоғалды. Наша игрушка. Вот, игрушка, ойыншық. И добавляем окончание ымыз. Ойыншығымыз жоғалды, потерялась. Так, смотрите. Вот здесь слово ойыншық заканчивается на букву К. Она меняется на букву Г, потому что добавляется гласное окончание. Вот. Гласное окончание буква К превратил на букву Г. У нас в казахском языке меняются 3 буквы. Это буква К, буква К и буква П. Буква К меняется на букву Г, буква К меняется на букву Г, и буква П меняется на букву Б. Вот, с добавлением гласного окончания. Дальше. Ознакомимся глаголом кіру, шығу. Кіру – заходить, шығу – выходить. Так, шығу также переводится как подниматься. Здесь мы рассмотрим именно перевод выходить. И слово син, местоимение синен. Твой, твоя, твое. Вот, когда слово твой, твоя, твое, мы к предмету добавляем тәуелдік жалғау ын. Например, сенің қызың дүкенге кіреді. Сенің твоя дочь, қыз, либо девушка, также қыз мы называем. Қызың твоя дочь дүкенге в магазин заходит, кіреді.
Заметьте, это у нас ауспала осышах, но здесь также окончание вот это «е» означает ауспала келешах. Это будущее. То, что она еще не зашла, а зайдет. Вот. И обязательно это сбудется. Вот. Дальше. Сенің балан мектептен шыға ма? Вот. Твой ребенок, балан, и добавляем тәуелдік жалғау, так как его ребенок, вот сенің, твой ребенок, мектептен, со школы выйдет, шыға ма? Смотрите, вот здесь, так как это ребенок выходит в третьем лице, здесь мы ауспалы келешах должны добавить вот это окончание «д». Но вопросительным мы можем его не добавлять. И просто вот это использовать вот с добавлением только суффикса «шга-ма». И вот использовать вопросительную частицу. Вот. Так, дальше. Ознакомимся глаголом ашу жабу. Ашу – это у нас открывать, жабу – закрывать. И ознакомимся местоимением сізден. Сізден переводится как ваш, ваша, ваша. И когда вот слово ваше и предмету добавляем окончание тәуелдік жалғау ыңыз, ініз, ныз, ніс. Например, сіздің мұғаліміңіз терезені жабады. Ваш учитель. И так как это ваш учитель, добавляем учителю мы окончание тәуелдік жалғау «ініз». И какой предмет? Терезені. Окно закроет. Она еще не закрыла, а закроет. Жабада. Так как в третьем лице это учитель делает, глаголу добавляется «д». Вот, учитель делает это. Дальше. Сіздің аспазыңыз есікті ашады. Ваш повар, аспаз. Так как это ваш повар, на повар добавляем тәуелдік жалғау «ыңыз». И слово «есік». Дверь откроет, ашада. Кто откроет? Аспаз. Вот, в третьем лице это аспаз открывает. Не вы открываете, вот, а ваш повар открывает. Поэтому добавляем глаголу окончание вот «д». Еще не открыл, а откроет. Вот, ашада. Добавляем «а». Дальше суффикс «а» к глаголу. Следующий глагол жазу, сурет, салу. Жазу – писать, сурет, салу – рисовать. Также можно использовать слово «салу» только, но чтобы конкретно, чтобы означать именно рисовать, это мы используем слово «сурет» – картина. Картину рисовать. Также «салу» глагол переводится как «строить». Например, если вы хотите сказать «построить дом» и «салам». Вот. Дальше, если что-то ложить также, например, куда-то ложить в сумку, да, используем слово «салу». Сүмкеге саламын. Также если, например, на раздвижную полку вы кладете что-то, да, и говорите вот «тартпаға саламын». Дальше, теперь ознакомимся с словом «оның», местоимение «оның». Его, ее. Когда используем в третьем лице, вот, его, ее, либо какое-то имя, да, например, Айжан, вот, Арман, мы тәуелдік жалғау добавляем окончание «с». Человек, который связан с третьим лицом, либо предмету, который связан с третьим лицом. Дальше примеры. Оның атасы эссе жазады. Оның его, либо ее, ата дедушка, чей дедушка, ее дедушка, вот. Поэтому добавляем тәуелдік жалғау. Эссе пишет, напишет. Еще не написал, ну, напишет в будущем. Так, дальше. Оның қызы сурет салады. Его дочь, чей дочь? Его, поэтому добавляем на дочь тәуелдік жалғау. Рисует. Здесь можно как не о будущем, а о факте говорит. Да? Вот, его дочь рисует. Поэтому добавлено глагол ауспалы осы шақ. Вот. Суффикс, который означает осы шақ. Дальше. Теперь рассмотрим две окончания.
Это у нас окончание, вот, падеж элексиптек. Похоже в русском языке как на родительный падеж элексиптек. И тәуелдік жалғау. Смотрите, элексиптек всегда это у нас хозяин. Хозяин мы добавляем элексиптек. А предмету, либо человеку, который связан, мы добавляем тәуелдік жалғау именно третьего лица. Например, Айжанның досы бар ма? Айжанның досы бар ма? У Айжана друг есть? Бар ма? Есть друг у Айжана. Чей друг? Айжана. Друг Айжана. Айжан хозяин, поэтому хозяйка, поэтому добавляем элексиптек. А человек, который связан с ней, добавляем тәуелдік жалғау. Еще примеры. Так, сперва. Элексиптек добавляет, кто хозяин у нас, добавляем окончание нын, дын, дын, тын, тын. Если вы заметили, нашим тоже местоимением добавлено элексиптек. Так, добавлено, вот. Теперь. Арманның ойыншығын таба ма? Так, Арманның ойыншығы, вот предмет Армана. Так. Так, одну минуту. Арманның ойыншығын таба ма? Так, Арман игрушка, вот ойыншық. Армана, вот хозяин Арман, поэтому добавлено элексиптек, а игрушку добавлено вот тәуелдік жалғау. Здесь еще табысептек, так как мы подчеркиваем, что это, да, именно его игрушка. Так, табама найдет ли? Кто-то найдет, да, именно. Не Арман найдет, а кто-то найдет ли в третьем лице. Вот. Арманның ойыншығын табама. Дальше. Қанаттың досы үйге кіре ме? Чей друг? Вот друг Каната. Канат хозяин, поэтому добавляется элексиптек. А другу, так как друг связан с ним, добавляется тәуелдік жалғау. Үйге, в дом, зайдет ли? Кіре ме? Кто зайдет? Именно его друг. Поэтому в третьем лице. Дальше глагол в третьем лице. Дальше. Дәрігердің қаламы жаза ма? Дәрігер. Қалам. Ручка. Чей? Доктора. Доктор хозяин, поэтому добавлено элексиптек. А қалам его предмет, поэтому добавлено тәуелдік жалғау. И жаза ма? Пишет ли? Пишет ли ручка доктора? Что именно речь? Что пишет? Ручка, поэтому в третьем лице. Так, надеюсь, вам было все понятно. Если у вас есть вопросы, напишите в комментариях, я отвечу. Также напишите, какие слова вы хотели бы научиться. Сау болыңдар, достар!